И мне кажется, в этом слове очень точно или, может быть, емко отражается вот наша ментальность бурятская, что ли. Это же как будто бы воспитание некой эстетики. Надо украшать свое окружение через культурные предметы, элементы. Этот проект нам нравится, он развивает и обогащает культуру Бурятии. Он объединяет много разных людей, и это очень круто, и это очень важно. Потому что это какая-то невероятная энергия, и самое главное, это энергия, которая в хорошем смысле созидательные эпидемии, которые захватывают жителей, художников, творцов, власти и огромное количество участников этого проекта. Сейну. Сейну. Сайну. Сейну. Сайну. Сейну. Сайну. Сейну. Сайну. Ну что ж, добрый день, уважаемые друзья, коллеги, гости, слушатели. Сегодня мы рады видеть вас на первом мероприятии театра «Байкал» и Центра креативных индустрий «Хэп-Хаб» в рамках совместного социокультурного проекта «Сену-Гыр», который реализуется в рамках инвестиционного проекта строительства новых зданий для Национального музея Бурятии и Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Республики Бурятия и Министерства культуры нашей республики. Основной целью проекта является показ уникального нематериального культурного наследия и исторического художественного достояния народов Бурятии, представленных в репертуаре театра «Байкал» и фондах музея, которые в скором времени будут представлены в наших новых домах. Сегодня у нас панельная дискуссия «Доне Нугла. Мелизмы в народной песне». Панельная дискуссия – это такой популярный сегодня формат публичного обмена идеями, дающий экспертам и аудитории возможность обсудить определенную тему. Участники делятся мнением, опытом, знаниями и отвечают на вопросы аудитории. Сегодня спикерами выступят, и сразу же я приглашаю занять места перед нашей уважаемой аудиторией. Друзья, поприветствуем заслуженный деятель искусства России, директор театра «Байкал» Дандар Жапович Бадлуев. Ваши аплодисменты. Приглашается художественный руководитель театра Жаргал Жалсанович Жалсанов. Еще один наш спикер, заслуженный артист Бурятии и солист театра Бутидея Дондексерен. Прошу занять место перед аудиторией. И, наконец, доктор искусствоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Лидия Данииловна Дашиева. Аплодисменты, друзья. И, собственно говоря, перед тем, как мы начнем наше мероприятие, позвольте с удовольствием пригласить к микрофону куратора Центра креативных индустрий «Хэп-Хаб» Дмитрий Галсам. Под ваши аплодисменты. Так, еще раз здравствуйте. Я смотрю, все уже полный комплект в зале.
Ну, на самом деле, вот был показан ролик в самом начале. Этот ролик был итоговый по результатам прошлого года. Проект СНУ, социокультурный проект, который был инициирован госкорпорацией ВПРФ, это уже, так скажем, сегодня мы находимся на первом мероприятии цикла, который называется СНУ ГЭР, а на самом деле это уже второй этап большого прошлогоднего социокультурного проекта, в рамках которого, вот, ну, вы видели в видеоролике, было проделано большое количество работы, но тогда речь шла о вовлечении в проект горожан, в первую очередь улан-удэнцев, и речь шла об новом общественном транспорте и новых школах. В этом году, вот, благодаря, собственно, прошлогоднему проекту и, конечно же, горячей поддержке наших партнеров и уже, можно сказать, друзей из корпорации ВПРФ, впервые в их практике, впервые в их опыте они вернулись снова в город, в котором, ну, во всех 14 городах, насколько мы понимаем, дважды такие проекты не поддерживались. В нашем городе это случилось, и случилось благодаря еще и тому, что в дело были вовлечены такие уважаемые авторитетные институции, как Национальный музей Республики Бурятия, как театр «Байкал». Поэтому, само собой, эта идея, так скажем, обретения нового дома скрестилась с идеей бренда СНУ. И сегодня вы видите материальное воплощение вот первого проекта. Вот 8 ноября было открытие Национального музея. Если кто-то будет проходить по площади Революции, обязательно обратите внимание на уличную выставку. Там, собственно, лучшие работы из фондов, так скажем, художественного музея Сампилова представлены самые-самые лучшие работы. Но сегодня речь идет о нематериальном наследии, о котором лучше всего расскажут эксперты и уважаемые коллеги по проекту из театра «Байкал». Спасибо всем, кто пришел. Желаю сегодня плодотворной дискуссии. Спасибо, Дмитрий. Но на самом деле, как таковой дискуссии это сегодня у нас не будет, потому что это в первую очередь некое обсуждение. Более того, мы сегодня с вами с удовольствием послушаем выступления солистов нашего театра, а также почетных гостей, наших уважаемых гостей. Хотим сразу же поприветствовать, друзья. Сегодня вместе среди нас Валентина Шайдоковна. Давайте поприветствуем ее аплодисментами. В самом начале вот мы хотели бы, да, поприветствовать носителей уникальной старинной манеры пения, народные песни. Павел Самсонович Урбаев, поприветствуем аплодисментами. Также нам свою манеру старинного пения продемонстрирует Дарим Дамдиновна. Аплодисменты, друзья. Сами Бена, Дарим Дамдиновна. Чуть позже мы насладимся этим древним искусством старинного пения. А тем временем, с вашего позволения, мы готовы начать. И начнет Дандар Жапович Бадлуев, который расскажет о важности народной песни в мировом музыкальном пространстве. Дандар Жапович, вам слово, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Ну, это у нас панельная дискуссия, не круглый стол, поэтому как бы все участники мы равны, поэтому если что-то не так, вы можете сразу поправлять или свои замечания говорить. Так, мы собрались для того, чтобы поговорить о старинных бурятских песнопениях. Что же это такое? Театр «Байкал» уже давно, систематично, уже очень серьезно делает анализ старинных народных песен, изучает, как бы анализирует и разрабатывает свои методологии для того, чтобы как же все-таки научиться петь старинные песни. Мы все знаем, что старинное пение Хори-Бурят, Хангодров, Ихрит Булагатов, Сартулов, Санголов, они очень сложные, очень много в них мелизматики, очень много нюансов. Поэтому современные певцы, которые сейчас у нас в нашей Бурятии очень известны, популярны, и в учебных заведениях, они, то есть, не могут в полной мере петь именно как пели в старину эти песни.
Поэтому сейчас как бы мир меняется, общие вообще тенденции мирового музыкальной культуре меняются. Многие страны, вообще во всех странах очень большое внимание обращают сейчас именно к возврату к истинно народному пению, национальному пению, как выводятся мелизмы. Мелизмы — это, кто не знает, это украшение основной мелодии песни. И что это означает и какое влияние оказывает на именно само пение. Каждый народ имеет свои особенности, свои традиции в песнопении. А у бурят очень уникальное пение, и поэтому мы должны все делать для того, чтобы наше бурятское пение стало узнаваемым во всем мире, в мировом музыкальном пространстве. И поэтому мы очень большую работу делаем. Мы вас собрали для того, чтобы как бы озвучить, что же нам нужно делать для того, чтобы возродить технику исполнения старинного пения, потом передать его молодому поколению, и что нужно делать для того, чтобы вот стиль этого пения привнести в современное пение, современное бурятское пение. И как оно, эта песня должна измениться, какой она характер, какой смысл, какой аромат получит. Это очень важно. В дальнейшем, конечно, здесь у нас все такие очень хорошие эксперты есть, буду выступать. Лидия Даниловна будет говорить конкретно уже о психоэмоциональной составляющей, всех мелизматики, внутренней каких-то нюансов, которые имеют воздействие на слушателя. Я хочу вот сейчас зачитать небольшой отрывок из научной статьи китайской, да? Китайская, Сычуанский музыкально-хореографический институт Суйчан, Китай, который очень хорошо как бы отражает, что происходит у нас. Вообще, наверное, в мире, когда пришел социализм, когда все национальные культуры стали ставить уже на рамки академической школы, хореография, вокал, музыка. И вот сейчас, что пишет, коротко скажу, осмысление современной вокальной культуры Китая начинается с понимания произошедших с нею перемен в 20-м столетии, вестернизации, с описания заслуг, которые начинаются значительная часть исследований, посвященных музыкальному искусству Китая. Певческое искусство тысячелетиями существовало в условиях синкризиса традиционной культуры. То есть певческая культура, она в общей национальной культуре, она как бы общая она была. И вот говорится о том, что новые виды пения охватили широкие слои населения, новые песни в западном стиле были распространены в школьных программах, народ учился петь по-европейски, слушать и понимать прекрасное итальянское бельканто, которое в первой половине 20-го столетия для Китая стало идеалом некоего нового вокального языка. Массовое обсуждение и переживание проблем вокальной музыки в печати, на симпозиумах, форумах и иных формах открытых дискуссий с привлечением широких народных масс сопутствовало процессу вслушивания в западный стиль вокала и первым опытом его практического постижения. Но к концу 20-го столетия прогрессивные музыканты Китая вновь обращаются к традиционной культуре, стремясь теперь к всестороннему ее вовлечению в открытое мировое пространство музыки. Китайское традиционное пение можно считать подлинным национальным достоянием, которое в ходе долгого процесса формирования и развития накопило богатство образов и индивидуальных манер исполнения. Это очень хорошо отражает то, что происходит с нашим национальным пением, старинным пением у нас, в Бурятии в частности. Ну и в России очень много народов такие есть, которые поют уже в школе академического вокала. Вот. И еще хочу вот тоже зачитать. Вот был в конце 20-го столетия был очень
великий ученый, мистик, философ, духовный учитель, одна из самых загадочных фигур первой половины 20 века. Вот, ну, отрывок небольшой я зачитаю. Большая часть западной музыки написана с использованием семитонного звукоряда, который образуется из 12 наиболее консонирующих или наименее диссонирующих интервалов. Однако восточная музыка часто включает интервалы более диссонирующие, чем тритон, то есть известные музыки как микротоны. Вот, в общем, традиционная восточная музыка, то есть мы тоже относимся к восточной, наверное, музыкальной культуре, строго является монофонической. Это означает, что она использует только мелодии и может свободно поддерживать добавление крайне диссонирующих микротональных интервалов. Западная музыка является главным образом многоголосной. Это означает, что она также использует аккорды. То есть восточный вот исполнение мелодий, включающих микротоны, фактически довольно распространено во всем мире. То есть микротон — это у нас основной 7 нот в октаве, да? Там еще есть полутона, но кроме, то есть европейская музыка использует 12 таких полутонов, но восточная и аборигенные некоторые мелодии, они включают еще, кроме того, еще меньше, то есть микротоны еще. Микротоны, это очень, он говорит о том, что это очень важно, именно звучание микротонов очень магнетически воздействует на чакры сердца, там, души и так далее, которые каким-то магнетическим образом влияет на слушателя. Вот исполнение распространено во всем мире. Экзотические навязчивые мелодии, известные в каждой восточной культуре и среди примитивных аборигенных племен, демонстрируют повсюду разнообразие способов исполнения мелодий, которые включают микротоны. Вот. Ну, конечно, естественно, наше старинное пение, когда поется, оно тоже, если мы берем такие нотные записи старинных песен, которые расписаны в европейской школе, да, то мы не можем, то есть его пропеть, потому что там невозможно отразить все эти нюансы, мелизмы, тончайшие ювелирные, поэтому очень трудно. В старинное время, когда у нас как бы глобального мира не существовало, то это все передавалось из уст в уста, от сына, то есть от отца к сыну и так далее, и так далее, и так далее. И все это сохранялось так же, как есть. Вот. И когда уже все, мир стал глобализовался, все слушают всемирную музыку, и как бы, наверное, исполнитель, он не может уже в полной мере передать ту красоту национальной песни, старинной песни, что здесь уже нужны такие специальные упражнения, специальные школы, которые обучают этому старинному вокалу. Вот я хочу сейчас показать где-то 5 отрывков из разных точек планеты, разных стран, да, как все-таки сейчас в современном мире сохраняют вот эти страны национальное пение, национальную культуру, как они красиво, с каким то есть мелизмами, с какими красивыми ювелирными украшениями они поют национальные песни. Здесь я подборку сделал где-то небольшие кусочки. Грузины как поют, и в основном это дети поют, молодые поют. Болгары как поют свои старинные песни, потом кореянка, очень известная, популярная в мире, кореянка как поет, индийский мальчик как поет, и ур-монгол, внутренний Монголии мальчик как поет. Давайте послушаем. Посмотрите, именно как красиво они украшают мелодию этими мелизмами. Это грузины.
quizzli's a mania, chauf that a muhrana batonsa, taus da vangriota bania. Очень красиво, да? Дальше давайте послушаем. Мгм. Это индийский мальчик. 9 лет. Они все становятся очень известными в мире, вот когда национальный вот мелизматик включает свое пение. Угу, дальше. Мальчик внутренней Монголии. Дальше слушаем. Это кореянка. Это очень известная в мире певица она сейчас. Дальше Болгария. Да, очень красиво, конечно. И вот видите, вот эти страны и деятели искусства культуры, они очень большое внимание оказывают на воспитание вот молодых подрастающих поколений. Некоторые вот индийские, они семьями прямо династию держат, сохраняют, свои школы имеют. Наше бурятское старинное пение, оно нисколько не хуже, оно еще может быть еще более изысканнее, понимаете? Но факт в том, что у нас в Бурятии нету молодых людей, то есть очень есть единицы, нет молодых людей, детей, которые поют так, понимаете? А это же мы можем это сделать, если мы будем их воспитывать, вложим как бы свои старания, свои силы, свое желание, чтобы для того, чтобы воспитать и сохранять нашу уникальную культуру. Я хочу сейчас попросить по одному куплету показать нам просто после вот этих великолепных исполнителей, наших уникальных исполнителей, которые сохраняют эти традиционные манеру пения. Может быть, Дарим Дамдин, можно вас пригласить, и чтобы вы одну старинную Хари Бурядаду спели.
мы хори буряда ордена дуны дулады укты. Или давайте первый выше, андох выйти гол. Валентин Шайдаковна, таны попросить можно вас? Бадо, да. Урене, тунканы, арсинг дун. Это стиль очень сложный, застольное пение. Это как бы сырых дун тоже можно сказать, кумысное пение, да. Валентин Шайдаковна, она прекрасная исполнительница вот этой старинной манеры пения. Арсин дун. Улежала карахон нарманелдо Ожамаханга дылхегела гирлтолана Ушражала бехон анухадане Хананша зурахила баясолана Тухаронга саганга тунхманелдо Толлагала ундара харядагате Төртуонга нухадане Пенюнга саганга седяхалте Вот видите, как богато, очень сложная орнаментика, очень богато, сложное украшение мелодии, да, использует Валентин Шайдаковна. И попросим сейчас Ихирит Булагатское пение, Павел Самсонович, они вырежи балху, нега Арсин Дудула Дуктива, ага. Урбан дөле бадахан хайна улам тембаям индана хая урбан тем уракжан хайна Urrebayong Endaman hayao Durbang teyeng Badahong hayna Olam tembayong Endaman hayao Durbenteng Urgzahong hayna Umembayong Endaman hayao Павел Самсонович, Юкабайрла. Дарин Дамдинна, хочу представить одну из самых уникальных певиц хори бурятов, Дарин Дамдинна, мама Бадмаханды. Него ордена дудула дукты. Архиндон бишо бин хамавин гото чхур аза санорее хуер санхеге
상한 쇼로곤 온와가셰 사가타가르네 헬로르게 늘로 Адмаханда, поможешь? Поможешь, может быть? аңқында бастығында дажуын күнде мұны болқыды өрөрін хана намды айынген хана ол ешкірі ария лага болығые Адмаханда, помоги, а? наша ерішті оре холем не хого доре да Sen ben de. Арьялага болагаян ишегендегела ондалахен тохедаган богагарел оранее orada hayan şerteye yahayum On huvuşin undere Вот видим, какие прекрасные песни, старинные песни, как их сложно петь. Да, мне кажется, это как раз-таки тот самый яркий пример, о котором Дандар Жапович говорил, что в старину вот это мастерство передавалось от учителя к сыну, от учителя к младшему, или же в нашем случае от отца к сыну, от матери к дочери. И вот, собственно, Падмаханда со своей мамой яркий пример тому. Ну а как я вначале говорил, что это у нас не только, это как бы делимся опытом, но еще и общаемся с аудиторией. Поэтому, если у вас есть вопросы, мы будем очень рады ответить. Дандар Жапович будет рад. Так что, аудиторию, пожалуйста. Ну, все понятно, кажется. Что надо развивать, идти. У меня, собственно, возник вопрос по поводу того, что вы говорили, 7 нот, вот 12 полутонов, нотируется там, любая песня, западная, русская и так далее. А вот, допустим, грузинская песня, индийская песня, корейская песня, как эти мелизмы нотируются у них? То есть у них же тоже в мировом пространстве 7 нот и да, так у далее. них, конечно. Или у них есть специальная какая-то своя методика, своя собственная нотировка? Ну, у индийцев это самая развитая тысячелетняя музыкальная культура, которая давно была изучена, уже анализирована. И они говорят о том, что у них вместо 12 полутонов, у них 24 этих, как шрути они говорят, то есть эти микротона,
не 12, а 24. Поэтому у них это очень развитая система, и поэтому школы у них развитые, системы поставлены, поэтому они просто виртуозно все с маленьких детей обучают, и они достигают прямо ювелирного песнопения. И поэтому в мире, это известно же всем, индийское пение. Услышишь сразу, это Индия. Или другие услышат нашу бурятскую песню, они же не говорят, это бурятская песня. Нам надо так добиться, чтобы это сказали, это буряты так поют. То есть мы можем взять условно их методику нотирования и перенести это в бурятскую песню и... Скорее всего, наверное, надо уже специалистам. Лидия Даниловна, я могу вам микрофон, да. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые организаторы. Я бы хотела немножко уточнить, и поскольку я музыковед, и больше вопрос относится, наверное, ко мне. Вот. Я думаю, что вы сразу, наверное, можете потом... По поводу нотирования, да? Вот. Дело в том, что нотировки, которые делают в западноевропейской культуре, да, вот скажем, западноевропейская музыка, там совершенно другая. Там абсолютно точная пятилинейная нотация, которая до сих пор она актуальна. И что касается индийской, восточной, скажем, других каких-то культур, да, там совершенно другая, своя нотация, которая испокон веков, она как бы очень из тысячелетий дошла, и музыковеды, которые занимаются этим, они уже владеют методикой нотирования этих своих напевов, и они, вот как Дандаржапович сказал, 24-микротоновая вот эта вот система, да, которая... Но я немножко больше знаю, почему, потому что я изучала все эти музыковедческие труды, начиная с Древней Греции, поэтому вот в ответе на ваш вопрос здесь совершенно другие типы нотировок и нотаций. Вот поэтому... То есть и названия нот, и вот эти 5 ступеней... Совершенно другие. И в Китае свои китайские вот эти нотировки, которые... Вот у меня, например, моя студентка, которая защитила кандидатскую диссертацию по китайской опере, да, традиционная китайская опера. Ей пришлось изучать нотацию китайцев, то есть специально, чтобы изучать вот эту пекинскую оперу, и она опубликовала книгу, которая так и называется «Пекинская опера». То есть у каждого народа, у каждого, то есть сложившиеся уже системы вот этих вот, ну, этим владеют только специалисты. Но в бурятской песне же как таковой своей нотировки нету, вот мы эти мелизмы же не можем... Есть. Есть. А как мы конечно. это делаем? То есть... Вот мы, вот в моей книге тоже много нотировок там, да, мы, конечно, пользуемся нотацией пятилинейной, но у нас сложность в том, что любую протяжную песню с богатейшими мелизмами ее очень трудно расшифровать. Скажем, если подтекстовку можно расшифровать, да, текст и основные опорные тона, а вот мелизматические вот эти вот украшения – это очень большой, кропотливый труд. Но, тем не менее, он возможен. И многие занимаются этим и публикуют вот свои труды. Спасибо большое. Ну, я думаю, что тогда, Лидия Даниловна, вы, наверное, продолжите, потому что следующий спикер у нас вы. Мы с удовольствием вас послушаем. Тема... Так, прошу прощения, у нас следующий спикер Дандуксерен Бутиде. К вам мы, наверное, да? Сейчас вернемся. Итак, следующая тема – важность мелизматики в народной песне и опыт сохранения народных мелизмов на примере внутренней Монголии. Своим опытом, мыслями поделится
собственно говоря. Будьте дондак сырың, ваши аплодисменты. Удремында, уважаемые друзья, уважаемая аудитория, предоставление, что я шнехенский брат, вы меня извините за акцентом. Ничего страшного. Заранее прошу прощения. А сегодняшняя тема – важность мелизматика в народной песне и опыт сохранения народных мелизмов. Изучение проблемы использования бурятской народной песни в работе остается актуальным по нескольким причинам. Эта причина, первая задача – сохранение пропаганды культурного наследия бурятского фольклора представляет собой богатую и многократную культурную традицию, которая не только является источником народного творчества, но и отражает историю, обычаи и верования бурят, использование бурятской музыки в работе. Помогает сохранить и передать эти ценности следующим поколениям. Вторая задача – расширить свои культурного кругозора. Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из развития специальных данных музыкального слуха, конечно же, чувство, ритм, музыкальная память, музыкального воображения и учетом возрастных особенностей учащих, детей и студентов. Преподавание певческого опыта из поколения в поколение, это понятно, да? Мастера традиционной культуры бережно сохранили приемы и способы исполнения народных песен, Дондак сырың, я прошу прощения. Мне кажется, здесь будет намного интереснее, раз уж у вас тема опыт сохранения народной мелизматики именно во внутренней Монголии. В данном случае мы имеем в виду, скорее всего, именно Шыныхэн. Если вы своими словами скажете, потому что вот ваш опыт, вот каким образом, вот с детства, каким образом все это происходит, лучше, наверное, таким образом, чтобы... Но лучше было, да, смысле? Бурядар хылы тигет жаргал переведет, если на русский. Давай. Ну, я думаю, что тут все сидят, все прекрасно понимают, да? Но уже... Угур Монголда Шыныхэнді ордны донанға ноғыланды хадығылхың торшылғы тұқай қоршуқың орынғы ғору. Хадығылға торшылғы ғышқылқыды бе бақын байқата, зақын байқата орынғы нақсы жегі дақат бұқы түрі үйдішіне юм болдық байқақымда мане. Туры хорим насаға алған ғықымыттышылың праздник үңгішқылғыдар надым болдық байғағыда. Тейхіді тақа деп қадышының түрвейді натешот ұғыт құқшыды долдық байға ұртын енға доғайы. Тейхіт түріл Оршында түріл байдалса үндейім болғыда, үндегі қиын бепті. Олдың хорғол жарат на усық танжиг болад,
Нога бурят арде доне зворник. Далее мокше там и тхвехат. Нума мокше яхан трехан юндере. Монохылын нигет нашолч мого. Нигет рухнер. Монохылын. Шоқа хырктей мого. Хырктей ва шоқа хуайлгын ого. А хуайлгын аха за. Харитигет. Бурядар хылху юмугумын ордор гачет. Придется бурядар. Зе тэгээд тэр өдөр тэр сборник үзээд яагаад нэг доозэд наратэ байхадаш өдөрлөн хэ намжаасагаан хөнөтөг наханэм ганцай мартан ёлдог намдаш хайртай нөхөр юмгээд үзээд үгийн аялгоо тэгэхдээ сарааза тархидамня мелодийн аялганы ороод ирээ энэ ямар юунтэш зүйрлөшгүй бурят доорха миний анханы алхам анханэм юм хоргоол гэж ойлгоно би. Но эгэт хоргоолд ороод энэ бурят ардэ дууны хишээл гэж тийм юм үзөө гэж харабга хаалмын эжэгээ нагсажаага шаханж тийгжил хорхон байнад. Чема энэ бурят ардэ дуугүй дуулах гэшмнэ нөө сэтгэлдээ оруулах хэрэгтэй. Юунд ба на тийм байдалд үндэх хэрэгтэй гэж анна би. Дахин хэлэхэд өшөөнөгний одоо л өөхдөнгө ухам бурят хэлэн, төрөл хэлэн, их хэлэн, бурят хэлээ хэнаар мэдэх хэрэгтэй. Юунд ба гэхэд бурят хэлээ хэнаар мэдээд ардэ дуугүй утхай бүхий юм ойлгож авнах юмтай. Тийм болоход на модон хөлтэй нөө толгой уншаад на их төлөв ойлгоод на тийм биш. Тэрнэ бүхий ардэ доон самнэ бүхий мандэ яхазаншал сэр гурим хургаалнууд на тугаар даримгшин дуулхан усын дун нэмнэ басганы хадам дүгтөхийн уртай хідүүн гоё юм да. Нэмнэ тэр шигээр хэсгийн хургаал 36 куплет дун болно. Нэмнэ тэр бүхий яхай сэртэн яхазаншалтэн гуримтай гарын игээд авжийн хургаал игээд энэ дун самны тэр шигээр явж байна. Зати ихэд мөншия дахин цаашин хэлэхэд ардэ дун юм болно. Энэ манай бурят ард зонгош хаанаш яваха өхдөнгө уул ухан нютг орны ихэр хүндэлж хамгаалж явдаг. Тэгэхдээ уул ухантай тийм холбоотой одоо аж байдал баяр тэр амьдрал бүхий л бурят амьдрал тэрэмтэй холбоотой дуунууд л эндээ мэндэлж төрж гархан хаямда. Ардэ дун гэж мөнөдөр бид хэлнэ бие. Ардэ дунны юунд ардэ дун гэж хэлнэ бие да. На магадгүй хэдэн зуун жилээ дөрөв. Хэдэн зууны төрөнтэй. Гэнтэ гархан бурядууд биш хаям бие. Тэндэл юу нэг л хүн захиаж нэг дуулал да. Тэгэхдээ мөнөдөр ардэ дун болоод хувираад явна. Тэгэхдээ энэ ардэ дууны юу милизм гэнэвч нугулбари аялгын талаар авж хөлөө ха ондоо дуунууд ха халта өөрийн гэн онцлогтэй юм тийм бол манай хоригварят ардэ дуунууд одоо үгийн утхай гаргаж нэг нөгөө үгүй хоорондон холбоод жишээний тэрхэн холболтой гоёр холбохой будем өнөөдөр юу нугулбар аялга мелизм гэж хэлж хаим бивч на магадгүй тэр нэг нот дээрээ дуулагдах баха юм байдаг үе байдаг ганцхан нотой как ондоо ноот дуулж шинжигээд иргэлдээд игээд
Айнымны дың менен хыды дың юру аржвайны бите дың мырыжылы талру аржвайны бите. Но зал сахохан әлшидемны зугуха асолту вайны теге тенді намды бачайны. Мана театрымны хугжымай тарғы қалмандық баттылға. Добрый день, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. Очень приятно, что вы интересуете народной культурой, пением. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос. Наш солист театра Байкал, заслуженный артист Бутыде Дондуксырын из Шэньхэна, мы все знаем. Мне очень хотелось бы узнать, чем же отличается Уртын-Дон и чем же отличается, например, на контраст западные бурятские песни. Можно ли попросить на практике буквально по 2 такта, чем же они отличаются мелизмами, хугла, нугла, все чем отличаются на практике, можно ли показать. Тогда нам было бы очень приятно и понятно именно контраст западный бурятский и Уртын. Спасибо большое. Я как раз таки Бутылга мы, наверное, в одну сторону думали, потому что более 15 лет, насколько я, если не ошибаюсь, Дондуксырын служит в нашем театре, поет песни, и, как уже Дондук сказал, с самого детства он поет именно хоре-бурятские песни. Но при всем при этом, те, кто ходит на концерты театра Байкал, прекрасно знают о том, что Дондук уже, конечно же, поет и иркутские песни, и хиритские, балагатские, хангодерские песни, где техника исполнения совершенно другая. Поэтому вот у нас с Батулгой примерно такой вопрос. Можно ли, в чем были сложности, и на примере вокала показать нам. Монгол Уртын-Дон гэд яадаг авжаа. Монгол Уртын-Дон гэшмнэ манай баруун юу западны бурят ардын дун тат ондоо 2 ондоо ойлгогдох хүн. Монгол Уртын-Дон гэшмнэ Азийн талд мөндлөн. Азийн Төв Азийн Монгол ард зоны одоо миний ханхада дэлхийн одоо симфони хөгжим ариумынтэй мөрө зэрэгсэхэр ийм тэнсо дон гэж би хандаг би. Уртын-Дон. На халта би нэг хоёр юу дуулаад туршоо. Эрдэн Барон буряды ардайдон, дандаржавчен уртын нэрээс, честно говорю, дол хазур хушони би. Но чигэша шадан яжа харулху, баха ихирит болгод ohne сыгызуга. Ohne la ohane la dolando
Ожа ухане лашобода Ристему хвежевен хаято Урагода таннела унербаянда орожо la yereja Zogalım kukyung hun hayab jedo Много. Важен тренишко. Но не милезме иже долдыгы манашне говорят от веб делда. Актарыгы хологе серемени орахошинаран шумагеемалда омалагон залов гесермени ötülüküşünar şumageyemalda şumageyemalda Yahım yahşabelda yarağıla soğuk Allah yerda geç Bayırlar. Ene punya дулхда ямар их календаря должен бахта да сомня ехеро ержа ene дулхаш ведла иже дулбагеше бито Байырла. Эмбелет, спасибо большое, Альраташье. Ну а тем временем, друзья, я предлагаю перейти к следующей теме. Как уже говорил Дандар Жапович, воздействие мелизмов на психоэмоциональное состояние слушателей. Вот наша, собственно, зрительница, мне кажется, ярко продемонстрировала, как можно за 1 минуту поменять настроение в зале. Об этом нам расскажет доктор искусствоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Лидия Даниловна Дашиева. Пожалуйста. Еще раз добрый день. Я бы хотела поблагодарить Дандара Жаповича за приглашение на панельную дискуссию со своим докладом. И хотела бы сказать, что именно Байкалу и Дандару Жаповичу принадлежит вот эта большая роль в сохранении традиционного искусства бурят, поскольку многие проекты вашего театра, они направлены на то, чтобы не только сохранить, но и транслировать прежде всего вот эти традиции. Самым ярким, наверное, таким проектом это является «Ночь Йохара», все знают об этом, да? Другие проекты. И меня восхищает, наверное, вот это стремление Дандара Жаповича и
солистов и сотрудников, да, чтобы продолжить, научить, сохранить наше традиционное искусство, в частности, протяжную песню вместе со своей мелизматикой. Вот. Но поскольку мне предоставлена честь такой вот, я поэтому доклад этот свой, как бы, и позвольте, я его озвучу. Ну, такие сложные фрагменты, позвольте мне просто опускать, да, вот, ну, поскольку я хочу донести до вас, музыка как искусство обладает огромной силой воздействия не только на сознательную, но и бессознательную физиологическую природу человека и оказывает большое влияние на его психоэмоциональное состояние. Еще древнегреческий ученый, философ Пифагор утверждал, что, я цитирую, как он писал, «Кто слушает прекрасные мелодии и ритмы, такой человек начинает музыкальное образование с мелодий и ритмов, от которых излечиваются человеческие нравы, и устанавливается первоначальная гармония душевных сил». Вот Пифагор создал такое учение, оно называется гармония сфер. Что это за гармония такая? Он говорил, что планеты в системе образуют свои звуки и высчитывал математическим путем, между какими планетами находится какое звучание. И выявил, именно Пифагору принадлежит то, что между разными планетами выявлены именно консонирующие, это благозвучные интервалы, такие как кварта, квинта, октава. И вот эта теория, которую создал Пифагор, она положена была в основу, в систему звуковысотности, которые создали уже тоже древнегреческие философы, теоретики, это такие, как Аристотель, Аристоксен и другие. Так. В древнем пифагореизме гармония сфер служила доказательством сокровенной числовой природы мира и имела глубокий этический, эстетический и эсхатологический смысл. Эсхатология – это душа, поскольку душа тоже мыслилась как гармония, изоморфная гармонии космоса. Земная лира была точным отображением небесной, игра на ней приобщением к гармонии Вселенной и приготовлением к возвращению на астральную прародину. Музыка производила в душе катарсис и являлась медициной духа. И согласно пифагорейскому преданию, непосредственно слышать гармонию сфер мог только Пифагор. Остальные не различают ее за неимением контрастирующей с ней тишины. Влияние музыки на человека многогранно. Звуки музыки помогают справляться со стрессами, плохим настроением, помогают поддерживать здоровье, оказывают положительное влияние на физические, социальные, психологические, когнитивные процессы жизни человека. И здесь известно целое направление в медицине, которое получило название музыкотерапия, то есть музыкальная терапия. Что это такое? Из Википедии. Терапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психику человека. Музыкотерапия является системой психосоматической регуляции функций организма человека, при этом происходит одновременное влияние акустических волн, организованных в музыкальную структуру, на психоэмоциональную, духовную сферу человека, на тело и внутренние органы человека. Музыкотерапия была известна на Востоке, в Древней Индии, Персии и Китае. Средневековый персидский ученый, философ и врач, корифей медицины исламского Востока Авиценна
Абу Али ибн Сина писал о воздействии музыки как положительном терапевтическом средстве в своем трактате «Канон врачебной науки». А первые курсы музыкальной терапии появились в Великобритании в 60-х годах XX века. Сразу после испытаний они были официально открыты для всех желающих. Как же влияние музыки на человека? Прежде всего, это, наверное, на нейросенсорную функцию человеческого мозга. Множество исследований доказали, что она способна не просто временно менять уровень работоспособности мозга, но также оказывать долгосрочное воздействие. И как же музыка влияет на человека и его мозг? Вот с 2006 года профессор университета Центральной Флориды, нейробиолог Киминобу Сугая и всемирно известная скрипачка Аяко Тани преподают один из самых интересных и необычных курсов в колледже Бернета. Название курса «Музыка и мозг». На протяжении многих лет они исследуют, как музыка влияет на функции мозга и поведение человека. Причем они проводят исследования с пациентами, страдающими болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими психическими расстройствами. И они выявляют, что музыка влияет таким образом на мозг человека, что в нем начинают происходить химические процессы, которые способствуют получению чувства удовлетворения, как от биологически важных стимуляторов. То есть это получается, что музыка влияет вообще на все, абсолютно все сферы жизнедеятельности человека и прежде всего самого человека. Особенно влияние, конечно, оказывает классическая музыка. Я сейчас не буду, очень много экспериментов проведено, очень много исследований, целые институты работают над этими проблемами, да? Но я хочу немножко дальше Лидия Даниловна, продолжить. можно я буквально пользуюсь буквально минутку вашего времени, прошу прощения, что перебиваю. У нас, кстати, через неделю, вот то, что говорит Лидия Даниловна, чуть-чуть немного в другом формате, будет тоже проведено исследование докторами из Центра восточной медицины в музее имени Сампилова. Будет также проходить панельная дискуссия, но уже по теме бурятского традиционного танца йохор, где, я повторюсь, будет проводиться исследование, как йохор влияет на организм человека. То есть сначала возьмут данные до танца йохор, то есть если вы придете, мы измерим, да, и затем уже после нескольких йохоров, собственно, мы измерим снова ваш организм и посмотрим, насколько изменяется состояние организма после танца йохор, что, собственно, тоже, как и музыкальное искусство, естественно же, влияет. А здесь я все-таки, Лидия Даниловна, предлагаю нам вернуться ближе к нашей теме, потому что, да, к мелизматике именно. Хорошо, давайте с мелизматики. И, наверное, я потому что здесь про индийскую рагу, про разные. Вот. Что касается мелизматики, то, наверное, это то, что мы сейчас... Просто понимаете, я не совсем поняла правильно формат вот этой дискуссии, поскольку привыкла выступать на научных конференциях, научные исследования проводить, да. Но здесь вот в каком плане. Что такое мелизматика? Вот само слово мелизматика – это способ или техника пения, при которой на один слог текста приходится сразу несколько звуков мелодии. И из Википедии мелизмы – это различные мелодические украшения звука, не меняющие своего темпа и ритмического рисунка мелодии. А в традиционной музыкальной культуре монголоязычных народов мелизматика никак не может отделиться от протяжного пения. Поэтому это неотъемлемая часть протяжных песен. Западно-бурятских, которые продемонстрировали здесь, да, прежде всего монгольских песен Уртынду, Утаду. И здесь подчеркнем вот что. Сущность феномена бурятских протяжных песен, утадун и монгольских, это прежде всего, наверное, в
своем неповторимом, уникальном искусстве. И каким образом мелизматика протяжной песни влияет на психоэмоциональное состояние слушателей? Безусловно, она оказывает исключительно положительное влияние, вызывая различные эмоции человека, такие как радость, восторг, восхищение, счастье, грусть, печаль, душевную боль. И каждый слушатель по-своему индивидуально воспринимает одну и ту же протяжную песню. Вот что значит, я немножко так объясню, потому что каждый человек имеет свое восприятие. И от того, как каждый человек воспринимает, зависит то состояние, которое он получает. То есть получается, если певец, вот, например, исполнитель уртын-ду, насколько владеющий мастерски, владеющий техникой протяжного пения и владеющий именно правильным воспроизведением мелизмов и мелизматики, то он оказывает огромнейшее психологическое, магическое влияние на окружающий мир, прежде всего на самого человека. И вот поскольку мы говорим сейчас о влиянии вот таком очень распространенном, да, и это влияние, оно огромное и имеет свои вот такие, тонкости какие-то определенные, да, то очень сложно вот эту мелизматику передать, спасибо, извините, значит, следующему поколению. Но научить можно. Понимаете, здесь, на мой взгляд, поскольку я в эту проблему как бы немножко проникаюсь, научить можно, потому что есть определенные техники, которыми можно научить человека. Но при этом как бы вот эти традиционные школы, как вот, например, в Индии. В Индии свои вокальные школы определенные. И только члены рода могут передавать вот эти с самого детства, да, с самого детства их обучают. И они не имеют права передавать кому-то чужому роду свои вот эти напевы. И поэтому у них существуют вот эти школы, и традиция идет. И вот то, что Байкал начинает, и Дандаржапович вот эту традицию возрождать, это дорогого стоит. Удачи вам, успехов, и я буду очень рада, если меня будут приглашать и на Йохар, поскольку я этим занимаюсь. Да? Спасибо огромное. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы к леди Данииловне, пожалуйста. Есть? Да, конечно, пожалуйста. Сейчас. Просто такой вопрос. Человек, не знающий бурятского языка, может обучиться бурятским мелизмам? Да, конечно, можно, да. Просто я слышал немного другое, то, что там совершенно по-другому легкие работают голос. У нас какой замечательный вопрос. Дело в том, что у нас два следующих спикера как раз-таки Батулга. Пожалуйста. Да. Наверное, вот по вашему делу у меня очень интересный вопрос. Лет 10-15 тому назад я со своими ребятами выступал перед несколькими иностранными туристами. Исполняли, там песни пела Отахан Онуна. Да? Да, слышно. Пели, вот одна француженка сидела и начала сразу плакать. Она абсолютно не знает этот бурятский язык, мелодию впервые слышала.
И мне вот тогда возник вопрос, почему же так? И мне вопрос так, человек, не понимающий, не знающий эту песню, психоэмоциональное это состояние может меняться. А если да, почему? А почему? Если нет, тогда, в принципе, зачем бурятам нужны бурятские мелизмы? Зачем монголам или китайцам нужны их мелизмы? Это в чем is the secret? Психоэмоциональный, вот этот вызывающий, создающий такой эмоциональный процесс. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот, на мой взгляд, прежде всего, почему разные люди, каждый человек воспринимает одну и ту же песню по-разному. То есть это восприятие зависит прежде всего от ментальности, от психического типа, от различных жизненного опыта. вот этих. Да. Поэтому один услышит в этой песне какую-то боль, он услышит какие-то страдания, и он начинает плакать невольно. Он даже не понимает, о чем песня. Он даже не понимает, что в этой... Но музыка, мелодия сама, она настолько трогательно владеет как бы душой человека, что этот человек начинает невольно плакать. А другой рядом, который тоже слышит эту же песню, он абсолютно равнодушно относится к этому. Понимаете? Вот это, наверное, ближе такая медицинская, психологическая там тема, потому что у каждого человека ну как бы своя вот эта вот волна энергии, своя душевная вот эта вот. Я бы хотел продолжить. Вот Тулга сказал спросил очень такой щекотливый вопрос. Если, не понимается текст, не понимаются там какие-то моменты, но на таком эмоциональном, тогда зачем нужна бурятская песня с юсмелизмами или же монгольский уртенду, и так далее? На мой взгляд, этот вопрос очень сложный, и ответ не может быть однозначным. Зачем? Я говорил, по-моему, можно сказать? Да. Упоминал ученого великого мистика Гурджиева, да? Он говорил, закон о вибрации Вселенной, вибрации звука. Звук состоит же, вся Вселенная состоит из звуков, да? Каждый звук извлекает вибрацию, определенную вибрацию. Если она мы состоим все из вибраций материальные. Если, к примеру, говорил, особенно микротона издают такие особенные вибрации звуковые, тогда они синхронизируются, к примеру, с вибрацией самого человека, то есть независимо от него, понимает он, не понимает этот слова или что, он, естественно, он будет просто, он будет очарован этой мелодией, вот как Тулга они играли, Алтаргана, да, сразу этот звук, эта вибрация, это проникает в душу человека, и он поневольно начинает прямо рыдать, плакать. Вот на наших концертах в Москве, вот мы в прошлом году в ноябре выступали, да, там не только же буряты, там половина, там, я не знаю, больше половины русских, других национальностей сидели. Они все сидели, бурятские песни, танцы смотрели, все рыдали. Это точно. Сама режиссер подходила и говорила, мы рыдали все вообще. Все, и техники тоже рыдали. Здесь вот такой какой-то есть закон какой-то, да? Я, наверное, тогда, тоже на правах модератора продолжу мысль Дандар Жаповича о вот этой теории звуковых волн, совместных вибраций, да. Просто у меня ответ как-то возник, наверное, мой личный ответ.
поскольку эти вибрации существуют, мы можем быть на одной волне, на одних этих вибрациях, да, соответственно, весь, ну, в данном случае бурятский народ находится как бы на одной вибрации с помощью вот этих старинных песен. И, соответственно, если эти старинные песни исчезают, если люди, старшее поколение, не передают эту драгоценность дальше, соответственно, постепенно, ну, самый явный итог — исчезнет и народ. Ну, вот. Я как бы вот таким образом могу ответить в итоге. Валентин Шахжин, пожалуйста. Хочу сказать, мир у нас сегодня очень глобальный. Он сегодня, как искусственный интеллект, полностью, в общем, как глобализация, мы уже знаем, где, в каком месте, сидя здесь, то, что происходит. Для того, чтобы народу идентифицировать себя в этом глобальном мире, наверное, нужны вот такие формы, как песни свои, вернуться к истокам. Вот характерно, Дандаржапыч же говорит, что вот у грузинов вот такие, мы грузинов знаем вот такими, а буряты вот такие, монголы. Какая-то часть сегодня ответ на сегодняшний глобальный мир. Мы ищем свои истоки и хотим украсить его именно своими мелизмами, музыкой. Спасибо, Валентина Шахжиевна. Ну и вот наш зритель спросил, как научиться мелизмам, сложно ли научиться им. У нас для этого есть свои спикеры, это солисты нашего театра Байырма Бургутова и Балдин Ганцацак. Давайте поприветствуем их аплодисментами. Сэмбэна. Добрый день, уважаемые слушатели. Наша тема сегодня — как научиться делать мелизмы в народной песне. Да, можно и не зная языка. Ну, то есть давайте все постепенно. Да, для начала поймем, да, как уже ранее говорилось, мелизмы — это совокупность мелких нот, говорила Лидия Данииловна. При изучении мелизматики бурятской народной песни мы наблюдаем, что в них есть мельчайшие полутона, либо, как говорит Дандаржапович недавно, микротона, которые не каждому удастся спеть с первого раза. Поэтому мы сейчас рассмотрим теоретические и практические аспекты, как научиться петь мелизмы. Дело в том, что сложность мелизмов заключается в быстром темпе смены этих самых полутонов и микротонов. Наша задача — натренировать голосовые связки так, чтобы они могли с любой скоростью менять положение. К примеру, у нас есть, Жаргал, ты нам поможешь чуть-чуть, да? Если вы не против, прошу вас. Я очень против. Пожалуйста. Это очень легко. Да, выходите. Ишным. Да не, тут все свои, как говорится, не беспокойтесь. Бойших ты. Просим. Возьмите, пожалуйста, вот белый микрофон. Сейчас я вам покажу, как мы сами начинали именно прорабатывать нашу мелизматику. Вот это. Получается, здесь у нас упражнение очень простое, с чего мы можем начать. Это дело в том, пение – это работа голосовых связок, а голосовые связки – это у нас такие же мышцы, поэтому нам нужно их натренировать, скорость. Мы начнем с медленного темпа на звуки гласные А, И. Вот посмотрите, там ритмический рисунок, чуть-чуть такой, да, если отбить А. Попробуем медленно. Попробуем. Микрофон. Да-да-да. Еще раз. Теперь Зал. на звук.
Теперь на звук и без остановки пройдем. Пожалуйста. Замечательно. Но мы же ведь так не продолжим, да, у нас есть вот... нужно смягчить и чуть убыстрим. Чуть убыстрим, смягчим и добавим еще одну ноту. То есть, как это звучит? Попробуем. И на звук и. Кульминационно, это очень быстро, на самом деле это все очень потихонечку, постепенно, не торопясь, но так как у нас мало времени, мы добавим еще одну ноту и в этом же темпе Для чего это делается, напомню, да? Связки это такие же мышцы, мы их делаем, чтобы они привыкли к новому положению, да, к подвижности, то есть еще раз. Да, а теперь смягчите, пожалуйста. Почти. Да, не забываем про чуть-чуть опору, да. Теперь зал попробует. Замечательно. Но тут, Байырма, наверное, нужно добавить, что еще участвует и живот, конечно, диафрагма, то конечно. есть весь все тело. Да, весь наш голосовой аппарат, да, он весь у нас в работе. Да, спасибо большое. Далее мы чуть-чуть, нет, здесь пока нет, мы сюда не перейдем. Можно, пожалуйста? Прошу прощения. После вот этих упражнений потом смягчение да, мы сделаем интервал чистой кварты до фа. До фа. Пропойте, пожалуйста. До фа. Да. А теперь на звуки согласные. А теперь представим, что фа – это вершина горы, на которую нам нужно подняться, а до – это отправная точка. Вам необходимо подняться с помощью 5 нот, проложив из них ступеньки к вершине. То есть до – это первая ступенька, фа – это последняя. То есть как идет? Еще раз. Да, замечательно. Еще раз. Да, да, только единственное, когда мышцы зажимаются, нужно вернуться к первоначальному упражнению. Да, помним. Пока это не проработаем, нужно, чтобы связки запомнили, да, наше положение. А теперь смягчаем. Ну, вот таким образом проделаем. А далее уже рассмотрим на примере бурятской народной песни иркутских бурят «Колхозын трактор». Здесь отрывочек. Пропоем сначала без мелизмов, обычный, да. Улаел хоромею, уроволаела. Мы пропели, спасибо большое, мы пропели, попробуйте пропеть эту мелодию. Давай, давайте. Улаела хоромею, ураволаела. А нет, пока не будем, не торопимся. Да, мне кажется, тут перед нами просто профессионал стоит. Профессионал, да. А вот сейчас как раз-таки давайте попробуем наши мелизмы ставить. То есть как это звучит? Я вам сейчас покажу, да, вот этот отрывочек. Улаила хоромею, ура.
уже мелодия звучит чуть ярче, богаче и колоритнее, да? Попробуем. Нет, мы пока сделаем очень в медленной раскладке. У-ла-а-а-а-ла. Не торопимся. У-ла-а-а-а-ла. А теперь смягчим. У-ла-ла. Зал попробует. У-ла-ла. Хоро-ме-э-э-э-ё. Здесь внимательно, да? Целых 5 ноток. Ме-э-э-э-ё. Еще раз. Ме-э-э-э-ё. Да. Хоро-ме-ё. Еще раз. Да, только хоро-ме-э-э-э-ё. Да, заставляем связки что-то новое испытывать, да? Да. Хоро-ме-ё. А потом уже через практику у нас получится через лет, ну, сколько вы думаете? Потом мы будем, как Валентина Шайдоковна, вот, потихонечку мы перейдем. Это манера именно западная. Да, но если практиковаться каждый день, то я думаю, что это возможно. Спасибо то есть вам вы большое. поняли, да? Если- Мы ответили. Нет? Да. Представьтесь, пожалуйста. Урбагаев Александр, Унгенгол, Нукутский район, Иркутской области, Усердинско-Бурятского округа. Г. Барун, Бите, Бурятов. Бурятден, Барун, Заха, Бурят, Бенем, Дебеде, Унген, Бурятов. Бутухе, современная Новая Ленина. Спасибо. Большое вам спасибо. Гана, я предлагаю продолжить. Всем добрый день. Сейчас я, наверное, продолжу. Как до этого много говорили о мелизмах. Что такое мелизмы? Да? Я бы хотела сказать более такими простыми словами, что такое мелизмы. Да? Это украшения, это орнаменты, это то, что обычно без украшения, без орнамента, просто пустые ноты. Можно побольше сделать? Можно, да, это не показать. То есть, когда мы слушаем нашего любимого исполнителя, да, мы хотим точно так же петь, потому что тот человек очень красиво поет, с мелизмом и с душой, со всеми делами. А когда мы пробуем, если вы пробуете, а вдруг у вас пока не получается, а почему, в чем дело? Это дело в мелизмах. То есть мелизмы, они очень разные, их очень много. То есть начать, как песня начинается, вот не то, что просто ровно, как написано ноты, да, вот наша прекрасная Валентина Шайдоковна вот сейчас пела тумкинскую песню «Унажал явган», говорит, да? «Унажал, унажал», вот 4 ноты начинается, «унажал», без ничего, без украшений, то есть, а эта песня не начинается вот так же ровно, так как написано в нотах, вот такой подъем, заезд, вот с этого начать. То есть, если вы хотите учить народную песню с мелизмами, нужно внимательности, огромное желание, если хорошо было бы, если маленькой музыкальной грамотности. Ну, и без этого даже можно учить мелизмы. То есть сейчас в современном мире много способностей, то есть можно, вот сейчас как раз я взяла вот Валентину Шайдоковну песню, ну, там исполняет другая женщина, можно попросить Ошаровну. После того я продолжу. Ну ладно, нет. Ошоровну. Ошоровна. И все, хватит, все. Вы слышали тут, какие интересные тумкинская народная песня, да? Теперь в следующем варианте я просто эту песню взяла, замедлила. Можно? Тут непонятно, сколько... Ага, стоп, спасибо.
То есть это такой мой метод, да, то есть замедлить можно, и там вы услышите, как заезжает, как начинается первый нот, то есть первый слов, потом с первого же ко второму ноту, как переходится музыка. Унажа. Если просто вы не будете подъемы делать, да, переходы делать, тогда это просто без ничего, без украшения, просто каркас ноты будут. То есть можно замедлить каждое слово, каждый слог можете вот так внимательно слушать, и там сколько мелизмы вверх, вниз, то есть вы там точно услышите, как мимо нота другие мелизмы существуют. Вот таким образом можно изучать, то есть когда вот я пою, изучаю, учу такие мелизмы, я в себе представляю каллиграфию. Вот я глаза закрываю, начинаю вот большую толстую кисть, да, беру, пачкаю и начинаю рисовать на воздухе, то есть и конец, там же не все ровно, да, плотно, то есть не одинаково по размеру, когда наверх-вниз, то есть плотности разные же рисуются, да, как каллиграфия, то есть песни примерно я так представляю, как там есть где-то громко, где-то тихо, где-то резко, то есть вот эти громкость, низкость, резкости, это уже грамотно на музыкальных, или как, грамотно уже написано, что там крешендо, диминуэндо, то есть я сейчас не стану вот такие вещи говорить более простыми словами. Вот сейчас быстро хочу на примере, вот с вами, можно вас попросить, вот вашу песню. Вот сейчас, только сейчас вы пели, только первую строчку. Да, только начало. Нэг строчкын дуулаад өгөөд та. Эгэ хийн. То есть вы сразу можете услышать, сколько там мимо главных нот. Слышите там какие-то движения, если сказать, там другие, да, там много мелкие такие, вот как микротона, вот очень много их существует. Это очень сложно сразу услышать, поймать, поэтому вот мы не можем, как Валентина Шойдоковна поет, вот так же, это очень сложно, поэтому вот берем по словам, по слогам, по нотам, вот начинаем изучать, то есть это все возможно. Когда вы услышите мимо вот один нот, рядом 3 нота. Вы поняли, да? Вы можете это все практиковать, медленно, сложно, медленно убыстрять. Получится, и дальше пошли. Таким образом, все могут научиться бурятским мелизмам. То есть, вот это вот сейчас один вопрос был, вот, не знаю бурятского языка, это возможно ли учить бурятские песни, да? Но я бы сказала, это абсолютно возможно, потому что это же все-таки, да, русский язык, там буквы гласные, да, а, о, вот они по-другому, то есть звучание бурятского языка и русского языка, вот они разные, даже буквы разные, маленькие дети вот начинают уланна, да, уланна, начинают, улан, то есть в этом же точно так же внимательности, вот хорошо надо слушать, кто владеет бурятским языком, так как хорошо вот не улан, а улан, то есть г либо г, да, вот от этого начать, то есть очень внимательно слушать каждое слово по слогам, какая буква, как производится, то есть с этого, с языка начать, и потом уже к мелизмам приступать. И все ли, вот я бы вам ответила, да, абсолютно это возможно научиться, если вы хотите, у вас огромное желание. А вот все ли могут, правда, вот технически научиться, да? Это то есть у нас в человеческом теле разные мышцы, да, вот косточка, мышцы, все. И у нас голосовая связка, это такая же мышца у нас на руке, на ноге,
вот на животе, да, это все мышцы, это наши мышцы. То есть, если мы хотим тяжелый поднимать, мы идем в тренажерный зал, в неделю 2-3 раза поднимаем, качаем, разрабатываем, то есть, чтобы еще больше поднимать. Правильно? Мы деньги платим, ходим, все, тренируемся. Через 2 месяца мы можем более тяжелый поднимать. Либо плоский живот хотим, то неделю 3 раза качаем, какой-то в день сколько-то. Я да, думаю, так. что здесь у нас вот, очень много также, понимающих людей, да. Что такое практика, что такое упражнение, что методически, каждодневно занимаясь, можем достичь любого совершенства. Угу. Вот. И то есть просто вот я тоже так думаю, что не все тут прямо, или я ошибаюсь, простите. Вот, то есть это голосовая связка, как любая наша в теле мышца, то есть это любую мышцу можем тренировать, и, то есть тренировкам они поддаются. То есть эти маленькие мелизмы, мелкие микротона мы можем услышать, и потом начинаем, как Байырма у нас показывала, как, с чего начать, то есть медленно начать, вот с самого простого, вот с этого начать. Да, позвольте я подытожу все-таки, да, вопрос нашего зрителя. Так же, как когда мы изучаем любой абсолютно язык, в том числе бурятский, английский, неважно какой, очень важно аудирование, то есть слушать. И ровно так же, когда ты изучаешь вот этот мельчайшие техники исполнения разных мелизмов, там, вокальных украшений, вот одна из самых простейших методик – это вот поставить запись своего любимого исполнителя или же вот опытных исполнителей, замедлить и уже здесь очень методично, внимательно слушать и каждый день заниматься. Вот, собственно говоря, можно все. один маленький добавлю, и в конце тоже, у нас же диалекты разные тоже, поэтому это мелизмы, то есть это плетеные нити мелодии и еще буквы. То есть тункинские песни там А, они очень плавно меняются. Если учим если резко будем переходить, это тоже не оригинал, то есть не так будет звучать. Как мы волосы, это плетение, да, все от А на О вот так плавно, все плавно переходится, то есть вот это, если так очень замедлить, внимательно слушать, все буквы, гласные буквы очень плавно переходятся, то есть нам сложно тоже просто унажао, резко унажао, если мы так начнем, то тоже не то будет. Ао. То есть какой момент эта буква с А на О переходится, это все прямо детально, очень внимательно надо все слушать. Это тоже очень важная часть, думаю. Солист нашего театра Байырма Бургутова, Балден Ганцецек. Мунко, у нас Мунко здесь. Друзья, давайте поприветствуем музыканта национального оркестра, заслуженный артист Бурятии Мунко Дандаков. Я бы хотела сейчас исполнить селенгинскую народную песню своих краев «Авыйди Хойрни». Эту песню я услышала, мне передала ее Далжит Дашиевна, это старожил нашей Ируйской долины. Она же сама слышала ее от своего отца, дедов. Во время Сагалгана они спускались с горы, то есть после молебна, спускались и пропевали эту песню. Adu
Спасибо. Уважаемые солисты, кто сейчас будет исполнять песню, у нас идет запись, поэтому микрофон можно поближе, а у маринхориста можно, в принципе, микрофон выключить, чтобы... Ну, нет, да? Все-таки оставляем. Хорошо. Ганцицек? Аюна. Раз. Хонгодыр ардедун алтын хэхэн нютгне. Аллатон хэхэн нютагне. Арбун телабайо Аларских, да? Алара Хонгодырно дегено. Валентин Шайдок. Аюна Баирова, дорогие друзья. Сейчас я предлагаю послушать еще одну очень важную тему, а потом уже мы продолжим слушать разные варианты бурятских песнопений. Друзья, я приглашаю к микрофону художественного руководителя нашего театра Шергала Жалсановича. Пути развития и популяризации бурятской песни в мире. Под ваши аплодисменты. Добрый вечер, Самбена, Хундетанукут. Я буду очень краток, просто я хочу рассказать практически. Вот мы обсуждаем народные песни, да, Урдане, Тоунут. Болтада мы все, конечно, любим. Я думаю, что здесь собрались все любители, ценители, знатоки, специалисты как раз по народной песне, исполнители. Мы все это любим. Но насколько народная песня востребована сейчас в разных странах, в мире, что нужно для того, чтобы она еще больше популяризировалась. Я хочу немножко рассказать опыт своего слушания лекций. Я ездил в прошлом году на WOMAX, это такой мировой фестиваль этнической мировой музыки, то есть разные народные группы, исполнители по всему миру, разных народов, они пытаются на этом фестивале продемонстрировать свои таланты, свои возможности. А самое главное, на этот фестиваль съезжаются все продюсеры, организаторы фестивалей, концертов. И они слушают и смотрят, выкупают, делают договора с исполнителями этнической музыки. Это именно такая этническая музыка. И я поехал туда в надежде узнать этот рынок, продать вот наших артистов Аюну, Гану, ну не продать как это, а их творчество продвинуть на мировом уровне, потому что вы сейчас послушали, абсолютно, я думаю, что вы со мной согласны, что они достойны представлять уникальную культуру на мировом пространстве. И я посетил несколько лекций, где рассказывалось о культуре, о необходимости и о востребованности уникальной культуры людей индеженю.
я услышал это слово индиженю впервые. Там они очень часто говорили индиженю people, индиженю. Индиженю people это примерно как мы буряты, где не такое в мировом пространстве рядом с миллионными народами, рядом с миллиардными народами, в мире находятся небольшие народы, которые сохранили уникальную локальную культуру и которые сейчас в мире последние, я там услышал, в последние лет 20-30 переживает очень высокий спрос. Конечно, это надо из этих людей индиженю. Там был пример индейцы Канады. Сам лектор была женщина из Канады, и канадские индейцы, она рассказывала опыт, как эту культуру она вытащила на мировое пространство, и как, насколько в мире это востребовано, и эти группы очень успешно ездят. Ярким примером из нашей страны вы можете увидеть группу Отукен. Вы слышали, наверное, да? А красноярские ребята очень талантливо сделали. Из нашей национальной, конечно, Намгар, Бадмаханда, которые представлены, ездят на разных фестивалях. Но там я поймал себя на той мысли, что мы, конечно, здесь как будто бы своим кругом. Ну, сами по себе радуемся, поем, это, конечно, прекрасно. Но очень важно то, что у нас еще сохраняется эта культура. Мы видим, те все, кто поет, носители, они есть. Благодаря большой работе этнографов записи сохраняются. Благодаря работе наших ученых, докторов, это все сохраняется. И, конечно, мы, Театр Байкал, стараемся это все делать, чтобы практически жило в народе, чтобы популяризировалось, транслировалось, чтобы люди увлекались этим. Но более этого, я понимаю, что, конечно, перед нами стоит большая, высокая миссия, чтобы это выходило на мировой уровень, и чтобы это делалось на очень хорошем, качественном уровне, в формате записи, продвижения, какого-то представления во всем мире. И мы Театром Байкал делали «Золотой голос Байкала» фестиваль, где у нас экспертами были организаторы крупных фестивалей Кореи, российских больших фестивалей. И они тоже нам сказали, что очень большой потенциал, мы должны с этим работать. У меня такая маленькая информация, только, как сказать, поделиться опытом, насколько в мире сейчас востребована вот такая уникальная культура. И касается это, конечно, всех народов, особенно приковано внимание к непопулярным и к неизбитым таким песням, мелодиям. И, конечно, мелизматика, как элемент такой непохожести народа, она очень и очень тоже востребована. Вот такой маленький, краткий рассказ. Если есть вопросы, то быстро отвечу. Додолхом. Я, к сожалению, носитель... Приветствую. Я, к сожалению, носитель эстрадной манеры пения. Но могу спеть хоринскую, я сам с Агинска, могу спеть хоринскую шуточную песню. Может быть, я слова забыл, не знаю, я его не пел. Я раньше, когда пил водку, я его пел. Пил и пел. Потому что все поют Арсен Донуды, а Арсен Дон это, видите, это же было не просто питье, а именно люди посвящали друг другу не просто тосты. Я всегда говорю, вот не просто говорят, ой, живите хорошо, богато же, там это, а именно пели и восхваляли свои земли, восхваляли своих уважения, высказывали. Ну и, конечно, у Хорбурят есть такая шуточная песня, но маленькая, я не знаю, слова, если вдруг забуду, там так хамалсары. Арахилла югундегел унавив амтатегеш волоходогонь арагагамагвил.
Вот такая маленькая песня. Вот. Все, нет вопросов? Баттулга. А? Тигаги, а? Хульсорик ты? Вопрос такой, что нам делать, стать мировом уровне, да, выйти? Что нам мешает и что у нас, какие шансы есть? Нужен ли вкладывать какие-то средства в государство? Или же большая часть акцентирует на учебных заведениях, да, образовательные системы, туда больше лучше вкладывают. Мы, конечно, знаем Намгар, Батмахан, наши батувшины, гастролирующие всему миру, сколько времени они тратили, да, сколько времени они вот, потратили. Но вы как считаете, что можем делать в данный момент, в ближайшее время создать какую-то звезду на бурятском языке с бурятскими шикарными мелизмами, ни на кого похожу? На ваш взгляд, что можем делать? Ну, на мой взгляд, конечно, всегда, чтобы что-то добиться, куда-то выйти, это нужна очень хорошая организация. Идея, мысль, команда. Но первое, конечно, это мясо, сами исполнители. И когда есть, но вот когда вот здесь за сегодняшний вечер мы сидим, у нас все-таки есть наследие. Я говорю, есть еще ребята, есть исполнители, двигаемся туда. Но с другой стороны, как с потерей языка бурятского, мы все реалисты, понимаем, харджайхата. Охтун, да, посмотрите друг на друга. Здесь 80% бурятут, да? Но мы все с вами обсуждаем на русском. Это уже факт. Конечно, язык очень сильно утерян. Это мы понимаем. Трагедии делать не будем, это уже факт. Слава Богу, что нам повезло, мы все с разных диалектов друг друга понимаем, пользуясь прекрасным русским языком. Но вот с народной песней, мне кажется, здесь ситуация получше. Она сохраняется, и это творческое начало, оно, мне кажется, людей очень многих интересует, как Дандарач говорил, многих людей. И вот здесь вопрос, ответ, что, на мой взгляд, нужна хорошая целенаправленная политика продвижения туда, вывода на мир. Оттуда я понял, что есть продюсеры мировые, которые заинтересованы в культуре. Я там был, Папуа-Новой Гвинеи. Они сами интересуются, европейские продюсеры едут туда, Папуа-Новую Гвинею, находят оригинальных исполнителей, которые даже хылышку-юшку, они без английского языка, без ничего. В Африке очень много было таких. Они их собирают, каких Сахара, что у них там, это, и привозят. И без успех такой. А с нашей стороны, я думаю, что мы должны сами делать, потому что мы, буряты, находимся вот такой серединочке. На мой взгляд, мы попадаем вот в этот пробел не чересчур эксклюзивности, потому что я был во Франции на конференции про коренных народов Сибири. И там вдруг я услышал для себя, что бурятская культура, она не интересна, чересчур народ большой. Вот интересная культура, они обсуждали нанайцев. Их осталось совсем мало, 1000 людей, 5000 людей. Это они интересуются. А нас все-таки с вами почти 500 000, для них как будто нас многовато. У нас не исчезающая культура. Да, ждут, вот нас станет 5000, нами будут интересоваться. Поэтому у нас дело все в своих руках. У нас все-таки 500 000, мы должны собираться вывозить на такие фестивали, на гастроли. Дождемся. И будем ездить. Вот только такой путь, на мой взгляд. Извините. Спасибо. Но мы все знаем кей-поп, да, в корейской культуре, насколько усилий государства, правительства, частные компании, корпорации, да, вкладывают туда деньги. Там красота, танцы, песни, музыка, все понятно, продюсерская работа. А вы как думаете, вот бурятская культура, мелизматика, да, нужен ли нам государственная поддержка, целенаправленный проект? Да, конечно, нужна, но у нас есть Ночь Чохора, Лидия Даниловна говорила Ночь Чохора. Да. И мы несколько лет назад Ночь Чохора резко повернули в сторону молодежи. Вы, наверное, заметили, да? До этого Ночь Чохора все-таки мандотных более традиционный соглад. Йохор ему мы делали конкурсы, и Йохор остался все время в таком своем традиционном виде, стиле. И мы заметили, что народ с каждым разом все меньше. Чуть у нас сбавляется темпы. И мы несколько лет назад сделали апгрейд.
Мы вспомнили слова, я вспомнил слова Игоря Моисеева, который всегда говорил, и я на тот момент встретил еще в Питере, мы ездили в архив слушать эти старинные записи, я там с профессором этномузыкологии мы встретились, пообщались, и она говорила, что любая народная песня, народный танец должны оставаться в пульсе современного мира. И Игорь Моисеев всегда говорил, я сам хореограф, он всегда говорил, что ничто не должно стоять на месте. Народные танцы, народный танец, он должен двигаться, соответствовать сегодняшнему текущему времени. Поэтому мы сделали эксперимент 3 года назад, мы взяли все наши народные яхара, и вы все их знаете, и сделали, переделали по современному. Вот артисты наши все, Гана, Байрма, Аюна, Чемит, все они здесь. Дандараш этим занимался очень давно, и это сейчас очень зашло, и мне приятно, что последние 2 года констатация такая, что огромное количество молодежи приходит на фестиваль «Ночь Йохара», и они, не знающие ни языка, ничего, городские ребята, молодежь, неважно какой национальности, мы вообще счастливы, что все, вообще никто на это не смотрит, у нас республика этим отличается, но они приходят, танцуют, Йохар танцвейна, как волхов? Такое есть бурятское слово? Танцвейна, долана, ясам, ухирна, хондаган, барина. Но это, понимаете, востребованность. И Йохар, он становится нужным широким слоям населения. А народная песня, народная традиция, народные танцы, они должны быть народные, не маленького количества интересующих людей, а огромной массы народные. Тогда только она народная. Поэтому так мы пытаемся популяризировать, идти в ногу со временем. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо, Жардал Жасанович. Можно один ответ еще? Я думаю, что Тулга очень хороший вопрос задал, что должны ли поддерживаться такие вот явления в культуре государственном. Я думаю, существует же нематериальное культурное наследие, принятый закон в Российской Федерации. И там фиксируется во всем в России вот именно индивиду, те, которые характерны в любой там песенном, танцевальном, как нематериально-культурное наследие. Они должны описываться, они должны сохраняться. Для развития, для сохранения обязательно должны выделяться деньги, программы должны приниматься. Я думаю, что вот сегодняшний вот наш разговор прямо как по вызов в этом глобальном мире на индивидуальность, что народы многонациональные имеют свою культуру, но такие именно сокровищницы, как мы сегодня говорим про наши мелизмы. Необходимо, думаю, надо обсуждение большое, чтобы нас поняли. Необходимо на нашем уровне в республике принять закон о нематериальном культурном достоянии народов, живущих в Бурятии, программу и развивать. Если у нас нет вот таких магнатов, которые взяли бы, например, наших солистов и вложили деньги и увозили, ну, это мы не дождемся точно. Я думаю, что необходимо вот такое общее принять программу, закон о сохранении и дальше двигаться. Я думаю, что Байкал очень большую работу делает. Кроме того, что сегодня нас собрал у себя, выпустили они очень много круглых столов, провели специалистами. Под пером Дандаржапича вышла методические рекомендации по овладению этими мелизмами вместе известным музыковедом. В общем, работа продолжается, очень любопытно, очень интересно, что Байкал не останавливается, работает. Спасибо. Спасибо, Валентина Жакжиевна. Ну а мы продолжаем слушать разные варианты исполнения бурятских народных песен. Перед нами народная артистка Бурятии Цпелма Юшеева и свадебная песня баргузинских эхиритов «Аргын дыгылы ойжа». Арыг мынды, мына ютыгархет, ины ехы шоқла, отқыты, әхін ұшырара олзағында ехы байырты бәнібде, тегет бәқында мұны ойын сақта, бурят хылы еху жоқы, бурят арып долнаңға, айылыға, майығын харулға, ины мана ехы нангин ойылғы кеші бәнді. Тегет народы хың мана ехы ақы зақытында, ины араденға дуы майығарын түрі жүкді, түрі
орынғы хылың маяғы сычылары арулжы манда улыжы байың танырта дары дашың байырлада бурядемне байлык мане байыр буряд арадемне донут гышы. Тигет би наяхын доға танда харола дозида. Арбина халауды жила огене бодягет хореган дегеле ойохадол хамсегала эскежила ойона бодягет Харидала басаға өгекедол ханшырхалауды жыл өгене бодягет торағың дегеле ойохадол торғая жила ойона бодягет залухаңа басағала огекедол зурхындолауды жила огене бодягет. Цепилма Червная-Шеева, спасибо большое. А продолжит у нас кто следующий? Балдин Ганцицек, пожалуйста. Ямурды Долха. Один. Сабе улың хете гүлміг жы. Зум бурят ардеду долхо. Балдин Ганцицик. Ну что же, уважаемые коллеги, уважаемая аудитория, на этом наше сегодняшнее первое мероприятие в рамках совместного проекта с HipHub завершается. Но уже через неделю, как я уже говорил во время выступления Лидии Даниловны, 28 ноября в музее имени Сампилова состоится следующее мероприятие. В том же жанре, панельная дискуссия, но уже на тему Йохора. Будет очень интересно. Также начинается в 3 часа. С удовольствием будем ждать. Ну а сегодня всем спасибо за то, что пришли. Большое спасибо. Улдатра.